8 интересных фактов о Садыре Джапарове. В 18 лет будущий президент возглавил колхоз «Сантаж» в Иссык-Кульской области. Там он проработал 7 лет с перерывом на службу в советской армии. В 2000 году он стал генеральным директором компании, занимающейся перевозками ГСМ. Затем возглавил Нурнефтегаз. Путь в политику Джапаров начал в 2005 году. Как писал политик, тогдашние власти были против него. Кандидатуру Джапарова сняли с выборов. На помощь пришли его сторонники. Они перекрыли дорогу Тюбке-Ген. Таким образом, власти сдались, а Джапаров попал в Джугурку-Кенеш. В 2012 году депутаты Садыр Джапаров, Камчебек Ташиев и Талант Мамытов вышли на акцию протеста с требованием национализировать Кумтор. Группа лиц под руководством Ташиева тогда перелезла через забор Белого дома. Теперь этого забора там нет. Суд признал 3 депутатов виновными, помимо прочего, в попытке насильственного захвата власти. Ташиев и Джапаров были осуждены на 1 год и 5 месяцев заключения, Мамытов – на год. Позже Джапаров выехал за границу. Какое-то время жил на Кипре и в России. В 2013 году в селе Сару Иссык-Кульской области прошел митинг. Люди снова требовали национализации рудника Кумтор. Тогдашнее следствие настаивало, что митинг финансировал Садыр Джапаров. В заложниках у протестующих тогда оказался полпред правительства Эмиль Каптагаев и еще несколько человек. И против Джапарова, находившегося за границей, возбудили 4 уголовных дела. Несмотря на тюремные сроки, которые ждали Садыра Джапарова на родине, в 2017 году он возвращается в Кыргызстан и, конечно, его задерживают сразу после пересечения границы. Сторонники будущего президента тут же выходят на митинг. Разгон демонстрации приводит к беспорядкам. Джапарова приговаривают к 11 годам лишения свободы за, цитата, «захват заложника». Находясь в СИЗО номер 1, политик пытался свести счеты с жизнью. В тот день его прооперировали. Позже бывший министр здравоохранения Аламкадыр Бейшеналиев представил свою версию произошедшего. По его словам, тогда родственников Джапарова подвергали пыткам. Садыр Джапаров, говорит он, своим поступком хотел прекратить их мучения. Сам же президент заявил, что был в шоковом состоянии и плохо помнит произошедшее. Пока Джапаров был в заключении, скончались его родители и старший сын. Состояние его отца Нуркоджо Мусталиулу ухудшилось сразу после ареста Джапарова. Однако заключенному не разрешили поехать на похороны. В марте 2019 года умерла мать Кадича Джапарова, а этим же летом 27 августа сын политика Дастан Садыр Улу погиб в ДТП. На похороны матери и сына Джапарова отпустили. Садыр Джапаров пробыл в тюрьме не 11 лет, а 3 года. Будущего президента освободили его сторонники под руководством Камчебека Ташиева во время октябрьских событий 2020 года. Политика отвезли на центральную площадь Бишкека, где он произнес речь. После того, как президент Сооронбай Джейнбеков ушел в отставку, его место занял Садыр Джапаров.